Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 19 ноября 2021 года, 21:00 по Берлину и 22:00 по Джохару. Приветствую вас, дорогие друзья. Я смотрю, вы тут активнейшим образом просто обсуждаете тему нашего сегодняшнего эфира. Турция планирует включить Чеченскую республику Ичкерия в тюркский мир. Ну и теракты 99-го года мы сегодня еще обсудим. Новости я вам покажу. Немножко помучаю вас Ельциным. Ну, тоже будет очень интересно. Итак, рад всех приветствовать. Секрета Трампетера приветствую. Леди приветствую, Нохчи Нох, алейкум ассалам, Сергей Бабунич, приветствую, Сергей, витаю вас. Чечня не Россия на месте, Машволь, Чечня не Россия. Алена Визер, весь свет мая вы знаете незалежности Ичкерии. Полностью с вами согласен, Алена, рад вам, приветствую вас. Так, Ури. Алейкум ассалам. Шевега Машвольшу. Ирсана Алиева. И вас приветствую. Довели, как обычно, на месте. Приветствую вас. Всем добрый вечер. Все будет Ичкерия. Добрый вечер. Спасибо. Ятаган справедливо. Одна улица в Стамбуле больше, чем Ичкерия. Но не совсем Ятаган, чуть-чуть преувеличиваешь ты. Улица, конечно, Ичкерия очень маленькое государство, но побольше любой улицы Стамбула наша Ичкерия. Так, давайте не будем противопоставлять сейчас Турцию, Ичкерию. Нам, друзья, нужны из Папуа-Новой Гвинеи. Вот те вот, которые там по пальмам прыгают и вокруг огня, там с банановой кожурой вокруг обвешанные, которые не видели никогда цивилизацию. Даже эти племена нам являются друзьями и союзниками нашей ситуации. Поэтому, конечно же, мы, тем более Турция, турецкий народ, который очень-очень хорошо к нам относится, мы будем говорить о ситуации, которая развивается, как мы ее видим. Это сугубо мое личное мнение и ваше мнение, которое вы будете высказывать, и я буду зачитывать. Поэтому мы не претендуем ни на какую последнюю инстанцию, истину последней инстанции. Мы просто анализируем и пытаемся защитить свои права. Вот все, что мы пытаемся сделать в этом страшном, в этом диком просто мире, который немножко становится цивилизованным, но некоторых он обходит вот этой цивилизацией и в равности в правах, с чем мы не согласны в корне. Поэтому не будем противопоставлять, просто нам интересно. Мы сегодня обсудим, сделаем фундамент, подойдет время, обратимся, напишем, кому надо, если будет необходимость поговорить с Давлетом Бахчели, лидером партии национального движения Турции, напишем ему, поговорим с ним, ну и так далее. Поэтому мы не противопоставляем себя никому, кроме фашистской России и банде ФСБ, имперской фашистской России и банде ФСБ, ну и ГРУ, там, СВР и так далее, всем этим бандитам. Мы ищем мира, согласия, союзников, друзей. Но если кто-то захочет нас включить так же, как Россия без нашего спроса куда-то включает, то это, я думаю, вызовет определенные наше недовольство. 400 лет это недовольство эхом отзывалось выстрелами по всему Кавказу против самой жестокой и коварной империи на этой земле, России.
Поэтому, конечно же, мне просто как рядовому гражданину Чеченской Республики Ичкерия, что нас кто-то куда-то включает без нашего ведома, нисколько не радует. Но с другой стороны, Турция для нас не является, конечно же, врагом, и Турция является, ну, как минимум нашим союзником, а возможно и другом. Да? Ну, турецкий народ. От турецкого государства мы видели, честно скажем, мало чего. Да, даже слов поддержки, даже тех слов, которые говорят сейчас в отношении крымских татар, которые близки, этнически близки Турции. И это очень хорошо за крымских татар, то, что говорят. Я очень рад. Я всегда призываю всех как можно больше уделять внимание крымско-татарской теме, так как только фокус от их, а он рано или поздно люди устают наблюдать за одним и тем же, если там активные какие-нибудь сами украинцы, в том числе крымские татары, не будут бороться за это, то вот этот лайтс-версия по факту геноцида, если так можно сказать, она может превратиться в обычную версию русского обычного погрома и геноцида, который мы чеченцы видели. Поэтому очень хорошо, что говорят за крымских татар, и за нас даже и этого не говорили. Вот я к чему. Но это не мешает нам дружить народами и так далее. Мы абсолютно самодостаточный народ. Русскую культуру мы знаем очень хорошо. И если бы у нас возникали какие-то проблемы и с кем-то сосуществовать, то за знакомой культурой нам было бы проще это делать. Да? Поэтому нас не устраивает вообще включение нас без нашего ведома куда-то. Вот что, вот весь вопрос. Поэтому, вот этот такой подарок, который сделал лидер националистического движения, партии националистического движения Турции, президенту Эрдогану, это сфотографировали, карта, да, которую вы видели на превью моему стриму, на ней почему-то обозначена и наша страна. Кто разрешил? Вот вопрос. Так, давайте обсудим то, что я вам расскажу, что я вижу, как я вижу, и вы тоже постарайтесь рассказать, как вы это видите. Ну и давайте обсудим. Приветствую, Аслан и подписчиков. С нетерпением жду стрима. Сергей Бабунич. Приветствую, Сергей. Мы здоровались. Как найти? Ва алейкум ассалам. Нет, я не собираюсь никого хейтить. Так, фильм. Так, как найти? Но мы же все адекватные люди. Как может Ичкерия в одиночку выжить? Скажите мне, пожалуйста. Ятаган справедливый. Ятаган справедливый. Это уже сугубо наше личное дело, как мы можем в одиночку выжить. И мы не собираемся выживать в одиночку. Да? Речь не об этом. Речь об уважении к чеченской нации, чеченскому государству. Только лишь об этом. Нам нужна помощь от всех, еще раз, даже от папуасов с Новой Гвинеи. Она нам нужна, эта помощь, и мы от нее не отказываемся. Но речь идет, опять же, не об этом, а о том, что нас кто-то без нашего ведома женил. На Турции, на России, нам без разницы. Нас нужно спросить. Здесь есть мы. Вот в чем вопрос. И все. Из-за этого мы 400 лет, 4 века сражаемся. Так что вот такие вот дела. Секрет Румта. Чеченцы, наши братья-мусульмане и тюрки Кавказа вместе воевали с чеченцами за свободу. Абсолютно так. Вообще здесь не идет ни о турецком, ни о тюркском в целом этносе, о турецком государстве. И вообще речь не об этом идет. Речь идет только вот о том, что кто-то, какая-то партия, и она самая большая, я так понимаю, одна из самых больших, по крайней мере, подарила карту с нами, и все. И это показали, это сфотографировали, это сделали.
такой новостной темой. Ну вот мы обсуждаем, заявляем свою позицию. Так, секрет Румпера. Сомневаюсь, что туркам нужно включить Чечню в свое государство. Турки не московиты же. Да, секрет Румпера. Вот в том-то и дело. Если бы нам предложат союз, турки, натовская, наша соседняя, нам родная, Турция, Азербайджан, вообще тюркские народы, которые живут у нас на Кавказе, с которыми у нас великолепные отношения. Тюркские народы, которые проживают в Кумыке, нашей Чеченской республике. Наши соседи лезгины, с которыми у меня лично и в целом у нашего народа отличные отношения. Никогда не может быть просто в принципе плохих отношений. Но если когда-то там, несколько веков назад, с крымскими татарами мы повоевали чуть-чуть. Ну и то не по нашей вине, сами к нам пришли. Поэтому вот в этом плане у нас все отлично. Вопрос еще раз о том, что мне кажется, это такое неуважение, которое нам показывают. А мы просим уважать нас, если хотите, чтобы мы уважали вас. Так, много кто пытался нас включить в свой мир, но ночи были, есть и будут, иншаллах. Так, еще здесь очень важный момент, обратить внимание, появляются новые ники, конечно, тема тюркская интересна и тюркскоязычным нашим друзьям, и не только друзьям. Но еще появляются некоторые новые ники, которые там, нет, мы там против Турции, там это, третье, десятое. Я призываю так не делать. Турция нас никуда не включила. Речь идет только лишь об лидере партии, который подарил карту. И все. Турция еще не включила. Это в мечтах, в планах Турции. Может быть. Но мы видим, что эти планы есть, да, раз так обозначается. И это так принимается. Ну, может, нам Турция даст какие-то особые условия, да, мы же не тюрки, мы же не тюркоязычные. Значит, соответственно, с нами, может, какой-то союзный договор будет, который мы с удовольствием рассмотрим любые предложения. Опять же, и если появятся сейчас хейтеры, ругатели, которые сейчас появятся, что Турция такая, турки нас предали, турки нам это сделали, турки нам то сделали. Попрошу в рамках, да, все это было. Еще при имаме Шамиле было. У нас живут наши чеченцы в Турции, которые некоторые ассимилировались, некоторые сохранили свой язык, культуру. Турция не включила нас ни в Османскую империю, когда об этом просил имам Шамиль. Ну и так далее, и так далее. Поэтому, что есть сказать плохого, мы всегда найдем. И я не думаю, что турки найдут, но они поискать тоже найдут про нас что-нибудь плохое сказать. Это мне так кажется, что не могут найти. Но у каждого есть своя правда. Поэтому в рамках все, пожалуйста. Когда мы ругаемся с Россией, с россиянами, мы не переходим на национальность, на всю национальность. Потому что, ну, хотя большая часть русских это имперцы, поэтому мы говорим русские, подразумевая имперцев. Но желательно делать сноску, не все русские говорить в этом плане. А с Турцией, которая никогда нам, ну, скажем так, последнее время только хорошее мы видели со стороны Турции. Недостаточно, как нам кажется, но Турция несет только моральную ответственность перед нами, да, как братский народ, соседний народ, близкий нам народ и по духу, и по менталитету. Но они не несут никакой правовой, какой материальной ответственности за то, что над нами русские устроили геноцид. Это тоже мы не должны забывать, когда мы общаемся. И по моему представлению, как я вижу, Турция придет на Кавказ. И, по всей видимости, многие республики с удовольствием заключат соглашение с Турцией, и мы будем в этом направлении развиваться.
в том числе. Я, конечно же, за союз с Соединенными Штатами Америки, потому что это такая же демократическая страна, и мне, в моем понимании, Турция, вот, Америка, она и сильнее, и Америка, хоть ее и называют империей, она не является империей в том понимании, в котором вот развивалась та же Османская империя или Русская империя или Английская империя. Соединенные Штаты это та страна, у которых вот фундамент у нас схож. Да, они выходили из-под колонии, английской колонии, у них свобода на первом месте, кодекс джентльмена, который они у англосаксов позаимствовали, который нам тоже близок. Поэтому у нас есть много схожего с американцами. Америка сильная, мощная, передовая страна, с которой я лично предпочел бы дружить. Ну и призываю, конечно, всех к этому. Ну и опять же, к Турции тоже мы очень хорошо относимся. Но если Америка включит нас без нашего разрешения в 51-й штатом, или 52-м уже, если там Ямайка у них добавилась, или Гавайи, да, или же Турция нас включит без нашего ведома, у меня будет соответствующая реакция. Кто вы такие включать нас без нашего ведома? Вот кто? Чем вы, например, выше или сильнее, круче нас? В этом будет единственный вопрос. А так, давайте, я считаю, что Турция войдет на Кавказ, Кавказ отойдет весь от России. Куда отойдет и с какой кровью, как отойдет, это я не знаю, как все это будет. Но то, что без сомнения Турция войдет в Кавказ, и скорее всего она станет таким буфером между Китаем и Западом. И вот эти тюркские народы будут этим самым буфером. А мы, чеченцы, постгеноцидный народ, в отличие от этого большого тюркского мира, который как в России находится, так в Казахстане находится, в Китае находится, в отличие от них, ну если не считать уйгуров, которые тоже перенесли неоднократно геноцид со стороны Китая, то мы особый народ, не входящий как в тюркскую, вот этот тюркский мир, так и переживший постгеноцидный народ, которые ни в коем случае не должны лезть с оружием в руках куда-то. Запомните, потом нас могут куда-то звать. В ближайшее время это может произойти, между прочим. Поэтому мы будем дружить с уйгурами, мы будем правовыми методами. Мы знаем, что рано или поздно нам придется возвращать свое государство. И не всегда это можно будет сделать там, правовыми механизмами, которые Россия игнорирует полностью. Поэтому будем сейчас обсуждать и посмотрим, к чему придем. Все интереснее и интереснее, друзья, становится. Так. Казахстан без Назарбаева. Чеченская республика Ичкерия против Китая и Россия, Московия. У нее есть союзники США, Европа и Турция. Возможно, и даже Туран, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан. Казахстан без Назарбаева. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан. Это нам все родные наши народы, с которыми у нас только дружеские хорошие отношения. США, Европа и Турция это величайшие три
или даже, можно сказать, одна западная цивилизация, с которой мы хотим быть, и мы стремимся в этом направлении. И Турция тоже стремится быть в Евросоюзе, ее не принимают, Эрдоган ругается, ну, там, и так далее, там, и тому подобное. Поэтому, конечно же, и Китай, и Россия являются империями авторитарными, жестокими, подлыми, которые совершают геноцид. И мы, конечно же, всячески против политики этих государств. Так, Сергей Бабунич, попробуй, пожалуйста, спрогнозировать реакцию на эту карту России. Ну, реакция может быть в первую очередь, что Турция нам все плохое сделала. Это вот тролли, и некоторые люди будут подхватывать это, и в какой-то степени они будут правы, да. Турция не Турция, правду нужно говорить в какой-то степени. С другой стороны, могут сделать, как официальные власти России могут сделать вид, что не заметили этого. Потому что они захотят обострять ситуацию с Турцией. С турецкой армией российская армия тягаться не может. С американской армией, натовской армией тягаться в Сирии, мы это увидели, не может. В Армении, и, точнее в Азербайджане, на Горном Карабахе, то, что не может тягаться, мы тоже увидели. Поэтому Россия будет всячески избегать столкновений каких-либо. Знает, что Эрдоган, в отличие от западных лидеров, может встать в позу по-пацановски. И в этом плане Путину приходится вилять хвостом, как и положено собаке женского рода. Поэтому тут приблизительно так могут проигнорировать просто, ну или какую-то ноту заявят, да, или сделать вид, что не заметили ничего такого, потому что если осуществить эти планы по Турану, то это мега титанические сдвиги в политической карте мира произойдут. Турция расширится, нужно ли это Западу, нужно ли это Америке, по всей видимости, какой-то зеленый свет дали на Запад, что и Турция, и Россия могут схлестнуться. Россия с Турцией очень много раз воевали, и я вообще не заинтересован, чтобы вот в этом боестолкновении чеченцы оказались на этой или на той стороне. Хотя, конечно же, если у нас будут гарантии стопроцентные международным правом ни одной Турции, международным правом, международными институтами, очень серьезными, высокими, нам будет гарантировано, что нас признают и у нас будет своя независимая страна, то, конечно, это будет другой разговор, и тогда чеченцы, имея поддержку, конечно, тогда могут включаться в это все. Но без каких-либо гарантий становиться новым инструментом, только от Сирии не оправились от Сирии даже. От геноцида в Чеченской Республике не оправились. И нам вот это, я категорически буду против вот этого выступать. Если будут какие-то гарантии, железобетонные, как говорится, мы и будет лидер, с которыми разговаривать будут на равных, наш лидер, который будет представлять в Турции, в Туране или еще где-нибудь, или в Буране, не знаю где. Если наш лидер будет так принимаем, мы с удовольствием, конечно же, я за себя только могу говорить, я буду поддерживать такое начинание. Так, пойдемте дальше. Я перемотаю, друзья. Я смотрю, тема активная, очень много здесь. Ложка-мойка Наташ. Асан, ты помнишь, как турки помогли черкесам и чеченцам, когда турки помогали депортировать черкесов и чеченцев? Кстати, поэтому наши народы не ели рыбу. А если ты помнишь, сколько ичкерийцев, офицеров? Ну, я помню, это было очень давно. Поэтому давайте сейчас мы не будем вспоминать обиды,
которые наберутся у нас. Без сомнения, мы маленький народ, своевольный, своенравный народ. И нам пытались помочь, если мы становились там какую-то там позу виляющим хвостом. Мы этого не делали, соответственно, это тоже сказывалось. Потом все равно всю вину нужно возлагать на Россию, которая очень много проводила работы по дебилизации, по убийствам, по репрессиям интеллектуалов наших, да, нашей элиты умственной, чтобы общество не развивалось. Поэтому во всем нужно винить в первую очередь, опять же, Россию. А то, что было, да, были вещи, которые можно вспоминать. Но давайте пока об этом не будем. То, что было потом, нет. Сейчас мы должны. Сейчас есть новая Турция, демократическая, свободная, входящая в НАТО, мощная. Эрдоган очень неплохо относится к чеченцам, как я слышал. Очень хорошо относится. Лично был знаком и даже с Дудаевым он там виделся когда-то. Встречались они. Я очень надеюсь, что Эрдоган порядочный, хороший человек, хотя вот эти замашки турецкая вот империя, она меня вообще отторгает, любая империя, да. Ну, я уважаю культуру турков, я уважаю их великую бывшую империю, или там, которую они там и сейчас имеют, турецкую сейчас страну, как государство. Народ и нацию, это отдельная тема, конечно же, огромная благодарность всему турецкому народу. Но вот инструментом быть я не согласен. Я не согласен. Инструментом, даже в самых хороших и добрых руках я не согласен. Мы будем инструментами в своих руках. Мы сами себе инструменты. Мы самодостаточный, древнейший народ на этом Кавказе. Никого раньше нас на этом Кавказе не было. Мы не претендуем ни на что чужое, только свое и на свои права, которых Россия нас незаконно лишила. Вот как-то так. Так. И я думаю, что Турции, турецкому руководству выгоднее искать с нами союзнические друзья, да, как говорил Джохар Дудаев Павлу Грачеву, мы очень хорошие и надежные друзья. Так лучше вот на этом остановиться и сделать из нас хороших и надежных друзей, и не познавать ту сторону, которую познали нашу не самую лицеприятную сторону нашего характера, нашего народа, нашего русские, да, вот эту неприязнь, презрение, ненависть, злобу, это, я думаю, между нормальными братскими народами, союзными народами, этого быть не должно и не будет, да-мулла. Так что вот как-то так, давайте почитаем комментарии. Секрет Ромтер, с Америкой дружат все нормальные страны. Абсолютно так. Все, я перемотал. Асан, я как человек более-менее читающий скажу, ваш король, скажу тебе одна нация нас не кинет никогда, это японцы, они похожи на нас. Южная Корея тоже имеет кодекс чести, они тоже не кинут. Ну, я японцев тоже очень уважаю, мне нравится вот эта японская культура, японское мировосприятие мне их очень интересно, скажем так, не то, что оно мне так безумно нравится, сколько оно мне очень вызывает интерес такой живой. Ну, посмотрим. Японцы далеко, к сожалению. И у них нет атомного оружия, может, которое бы нас прикрыли.
Аслан, ты знаешь, какой чудовищной пропаганде были подвержены весь мир, представляя нас террористом. Поэтому нельзя винить другие государства. Да, именно так. Именно так. И знаешь, я тебе по этому поводу покажу одно видео. Смотрите. Ну и так, отлучаясь от этого, что нас представляли террористами, есть такой Михаил Трепашкин. Это бывший ФСБшник, КГБшник, которого уволили. Он занимался терроризмом. Такой идейный русский гибнюк. При всем при этом вот этот идейный служака вот этой России, своей стране, он раскрыл, ну, он верил в свою страну, что у них великая страна, там эти черные, там чурки и так далее, ну это так, которых можно порабощать и так далее. Вот так, я так представляю психологию этого Трепашкина. И в конце концов он допер до того, что когда произошли взрывы домов, что его родная организация и взрывала эти дома. Он начал это расследовать. Нужно признать, при всем при том, что это русский империалист, фашист по факту, что это мужественный человек, который не побоялся и в рамках закона очень аккуратно, но все равно попер против этой системы. Имея заслуги перед Родиной, имея связи товарищей, зная, что он никакой не предатель, его до сих пор не грохнули, да, из-за того, что он бывший КГБшник, сейчас он адвокат. И вот к тому, что ты говоришь, нас там представляли террористами и так далее. Я, смотря его видео на настоящем времени про взрыв теракта в Буйнакске, обратил внимание на очень интересную деталь одну, которую он сказал. С ним бы очень было бы хорошо пообщаться, так его пригласив, но я думаю, не придет он ко мне, да и у меня нет особо желания, хотя он очень много информации владеет именно по взрыву 99-го года, потому что он непосредственно был адвокатом одной из представителей, одной из жертв, представлял интересы. Ну давайте сейчас вернемся к Трепашкину. Слушайте. Террористов, и Хаттаба, и Абу Умара. Я конкретно могу сказать, в 1995 году я лично В 1995 году получил информацию от одного, скажем, предпринимателя из Арабской Республики Египет, притом именно житель этого Египта, который сказал, что в Москве, в Пресненский вал, дом 38, находится резидентура спецслужб Иордании, которая занимается вербовкой там лиц для того, чтобы они воевали в Чечне. И эту информацию, как говорится, дана должному руководству, по ней ведь никто не отреагировал. Сказали, да вы что, какие там эти самые иорданцы и прочее, но потом-то они появились. Вот это я вам так просто для напоминания. Там много чего интересного. Он говорит, вообще его нужно на эти темы разные развивать беседы, с ним говорить на эти темы. К большому сожалению, журналист с ним на эти темы не говорит. Что я хочу сказать, что в 1995 году он рассказывает, что в резидентуре Иордании собирались люди, которые и потом ехали в Чечню. Об этом знали российская ФСК тогда, кем являлся сотрудник. Он доложил, сказали не трогать. Нет, ерунда. Потом там реально появились иорданцы. Значит, это говорит о том, что кто-то управлял этим процессом. Значит, вот эти иорданцы, которых мы чуть ли не боготворили, что вот он приехал, вот он за нас сражается, могли быть просто агентурой, которую нам засылали. Зная, что мы доверяем арабам, арабскому миру, просто использовались и засылались. Речь не идет о таких видных фигурах, как Хаттаб, там еще кем-то, которые до конца прошли свой путь, а речь идет, что под их видом тоже засылались. Хотя, конечно, и их исключать мы тоже не можем. Да, может, ими двигало, что я этих людей вообще не знал. Что вот так происходит процесс, когда из нас делают террористов, нас не только представляют, но и внедряют нам под разным видом разных своих людей.
Так, давайте... Так, я перемотаю, друзья. Так, Довели. Пожалуйста, ставьте лайки, это очень важно. Спасибо, Довели, что напомнили. Японское бусидо один в один адыгское УРКХБ, Кодекс чести воина. Горец это говорит. Вот у нас адыги тут есть. Так, Дим Бимбат, привет, Дим. Так, мне вообще ничего не охота комментировать, просто интересно читать вас. Так, Ичкерия, так. Что это? Так, здесь к нам пришел провокатор, я его заблокирую, хорошо? Друзья, извините, но сейчас эта тема нам не интересна. Всему свое время, как говорится. Так, Владимир Рабинович Трепашкин расследовал Нордост и за это сел. У него адвокатская контора. Да, абсолютно верно. Трепашкин адвокат сейчас, и он расследовал и Нордост, и взрывы домов. Потом к нему обратилась одна из дочерей погибшей женщины, которая жила в Америке, сама дочь. Она его наняла, и он участвовал, много чего накопал интересного. Да, дать бы свободу действиям этому делу, там столько людей бы село бы. Так, Альберт, Алик, отводи ребят. Ассаламу алейкум. Все правильно говоришь. В Чеченской республике раньше при СССР жили все национальности. Это говорит о том, что страна Нох-Чечу это свободолюбивый демократический народ. Фриман, так, это Ноху, Туранская республика, Ичкерия. 6 августа, Чирей. Да. А вот что говорили? Ичкерия это какое-то тюркское слово, кумыкское слово, да, говорили? Сейчас получится, начнут говорить, что это Дудаев давно знал, что вот мы сейчас... Да-да-да, сейчас начнется. А хотя к этому все идет. Так. Ибраим, я разочарован в Анзоре Атак. Тусик Ушмакович, вы тут о своем. Основой должен Ахиллес. Ахиллес сын Пелея. Ой, дом узадайл мула. Дерей сойль. Алшилю дуэль. Деньги сделают все. Это хорошо знают российские спецслужбы. Да, почти все было бы, правильно. Здравствуйте, чеченцы. Ятаган справедливый. Сдавайтесь, чеченцы, а можно наоборот. Пусть Турция сдается. Получается одно и то же. Так, Чечня, не Россия, пожалуйста, переведите, о дамы и господа, пока не умею ногчи. Куда вы берете ассимилированных кумыков нагайцев? У вас село Чачан, это было поселение Турловых. Поселение Турловых. Сплошные ошибки у меня, так.
Ассалам алейкум, Дихмелдеш Кучува, алейкум ассалам, США, Америка, Машвой. Ассалам, почему? Так, давайте не будем эти вопросы я не буду читать. Так, Исаак Шмулевич, Аслан, клянусь песнями моего дяди Абрама Шмулевича, Ичкерия будет свободная. Иншаллах, Исаак, видишь, как мы с тобой находим общий язык, клянущий песнями Авраама и мусульманин. И никаких проблем. Так, Александр Скворцов. Аслан, добрый вечер. Подскажите, о каких событиях вы вели речь, упоминая 400-летнюю борьбу, а также с крымскими татарами заранее? Так, наверное, есть продолжение этому вопросу, да? Заранее благодарю, наверное. Добрый вечер, Александр. Я говорю о тех 400-летней борьбе русско-чеченской или российско-московско-чеченских взаимоотношений. То, что Россия 4 века. По некоторым данным наши историки говорят даже больше, что вы до нас домогаетесь, до нашей территории. И мы никак не покоряемся, все сопротивляемся. 400 лет об этом говорил Ельцин, ваш президент бывший, когда встречался с Масхадовым, что поставил точку в 400-летнем противостоянии. Некоторые говорят 300 лет противостояния. Ну вот я беру вот середину этого, и чтобы если русские вроде тебя зададут вопрос, то я сразу мог ответить ссылкой на его же президента. По поводу тоже то, что борьба с крымскими татарами, с ними 400 лет борьбы не было, если, может, я говорил, и вы меня неправильно поняли, или я неправильно свою мысль изложил. Был такой Даулет Гирей, по-моему, да, крымско-татарский какой-то полководец, который к нам пришел и очень долго, очень кровавое было. Недолгое, но кровавое было у нас столкновение. И после этого крымско-татарское ханство, оно пошатнулось, потому что понесло колоссальный урон. Чеченцы не пошли нападать, но потом русские, воспользовавшись этим случаем, ослаблением крымско-татарского ханства, вот после этого совершили налет, как я слышал эту историю. Но я не претендую, опять же, на все тонкости и точные детали этого дела. Так, Ибрагим Никархов. Большинство арабов, которые во Вторую войну были у нас, назывались Абу-Умарами. Но главный был саудовский Абу-Умар. Из-за них погибло очень много наших партизан, которые пытались укрывать чуваков. Желаю чеченскому народу свободу, избавления от оккупации и процветания. Привет из Турции. Османли. Привет, Турция. Так, Муслим Арцуев к нам заявился. Машвовель, алейкум ассалам. Ставим лайки, подписываемся на канал Реалити. Напоминает Муслим Арцуев. Горе чеченский. Ассалам алейкум, ваш ассалам. Аллах рейс хулейну, Аллах ларвойла масу учу науку. Ва алейкум ассалам, горец, Машвовель. Ваш король. Аслан, ты в курсе, что BBC.ru и Insider сказала, что чеченцы помогали СБУ в операции Вагнер-Гейт? Вопрос я задал Тарасу Березовцу, куда делись те чеченцы, что помогали СБУ. Я не в курсе, но раз вы говорите, может, если BBC Insider пишут, может это правда. Ну, я вам скажу, чеченцы очень осведомленные люди, я вам скажу. Мы 23-25 лет находимся в войне. Я имею в виду не себя, конечно, а наших ребят, которые уже далеко уже и не ребята, некоторые из них, а взрослые уже пожилые мужчины. Мы здесь на очень хороших позициях. Не буду хвастаться, как мне кажется.
У нас очень хорошие позиции, нам нужно немножко выйти из тени и как-то что-то делать. И мы помогали Украине, помогаем Украине и, иншаллах, как говорится, будем помогать Украине для того, чтобы она стала свободной. Мы верим в слова Джохара Дудаева, который сказал, что солнце свободы взойдет со стороны Украины. И это очень глубокие слова. И это говорит о том, что солнце свободы, то есть свободу, все народы, в том числе и чеченцы, когда оно со стороны Запада взойдет, да, не с востока, как обычно, а со стороны от нас, с Запада. Это говорит о том, что Россия должна перестать существовать для того, чтобы Чечня стала свободной. Для того, чтобы Россия перестала существовать, от нее должна отколоться Украина. Потому что Украина – это основа основ России. Вот на ее истории паразитирует Россия. И если Украина заберет свою историю, всех своих писателей, ученых и так далее, и расчертит черту между Россией, поставит границу, как сегодня я читал, что там несколько миллиардов, 17 миллиардов гривен будет выделяться на границу между Россией, Белоруссией и Украиной, что нужно было делать уже 20 лет назад. Я считаю, что Россия перестанет существовать. Именно поэтому чеченцы обязаны как можно сильнее помогать Украине. Как можно и связями, и знаниями, и опытом, и словом, и делом, и материально. Вот Украина – это особый случай. И вам, украинцам, очень повезло, что вот мы вот так кровно заинтересованы. Больше даже, наверное, чем вы сами. Потому что вы до сих пор даже, некоторые понимают, многие не до конца понимают, что вас ждет. Да? Молодые не видели Советского Союза и КГБ, а старые там уже не участвуют во всем этом. А мы все это увидели. Поверьте. Драться, бороться до последней там капли чернил и капли крови в крови нужно, чтобы не быть с русским миром. Поверьте, это самое страшное, что может быть. Это деградация на десятилетия, может быть, на века. Может быть, вообще украинская нация больше не впридет в себя после этого. Больше не будет ее, если на этот раз проиграть. Может быть. Хотя, конечно, Украина не проиграет. Как сейчас они считают, что фактически нас они уже все навеки вечные изменили. Что абсолютно не так. И надеемся, что даже Украина, если проиграет, мир на этом не заканчивается. Мы продолжим борьбу. 400 лет сражались, еще 400 сразимся. Может быть, только в середине. Ничего страшного. Но очень хочется верить, что и не проиграет, и что поставит большую жирную точку Украина, забрав свою историю у лживой обманщицы России. Так. Я перемотаю, друзья. Так. Ваш король. Аслан, чеченцев, тех, кто помогали СБУ, потом сдали ФСБ. Вот в чем вопрос. Почему ни одна мразь Украины, так называемые блогеры, ни разу не сказали о тех добровольцах, депортировали которых? Ваш король. Во-первых, нельзя так оскорблять всех. Я состою в спилке блогеров Украины. И если я эту информацию до них донесу, я уверен, добрая половина из них начнет об этом сразу же говорить. А если я буду настаивать, то и вся наша спилка будет об этом говорить. У них есть свои дела, свои заботы и так далее. Поэтому за блогеров я, только просто за одну спилку нашу блогеров, я могу сказать. Нас там около 30, если уже не больше человек. Потом ситуация вот в чем.
чеченцы помогали, их сдали в ФСБ, я вот этого не понял. Где эти фамилии? Тех, кого сдали, должны о себе заявить, что его сдали. Остальное все это просто напраслина, которую ты возводишь сейчас на украинскую, на СБУ там и так далее. На сегодняшний день, хоть СБУ и была нашим вчера еще врагом, то есть филиалом ФСБ, сейчас там потихонечку порядочные люди вычищаются, я надеюсь, ничего не утверждаю, и я очень надеюсь, что это нам, по крайней мере, не враги, как ФСБ, СБУ, и, как я надеюсь, друзья. Ну, конечно, спецслужба есть спецслужба, поэтому они друзья только сами себе. Поэтому вот как-то так. А то, что если ты считаешь, что кто-то должен за тебя говорить, то есть за чеченцев, если ты чеченец, то ты в этом глубоко ошибаешься. Ни я, ни кто-либо другой не будет говорить за других, и никто не обязан говорить за нас. Мы сами должны это делать. А мы видим, что, не все хотят светиться, не все хотят. Зато все очень дельные советы дают. Поэтому, если ты дашь информацию, я могу лично, вот ты говоришь, кого-то сдало ФСБ. Вот кого сдало ФСБ, я готов у своим товарищам из пилки блогеров Украины всем об этом рассказать, и мы обсудим это. И я думаю, меня там все поймут и поддержат. Безосновательно я ничего не буду делать, а если есть основания, меня поддержат. Так. Украинцы хотят жить, их враг хочет, чтобы они умерли. Вариант 1. Владимир Рабинович. Да, абсолютно верно. Снять с дистанции того, кто хочет вас убить. Так, Фриман, антипутинизм. После деоккупации Чили чеченцам нужны добрые и дружественные отношения со всеми. Любая радикализация, политическая, религиозная, заканчивается всегда трагедией для народа. Фриман, мы смотрим в одну сторону. Ваш король, человек размышляющий, арабы тоже так, это не мне. Ибрагим Никарго. Как-то при пересечении с главным Абу Умаром, типа ученым, после дискуссии я понял, что оказывается на саудийцах не лежит обязанность борьбы до судного дня, так как делать это в Саудии является фитной. Да мы были молодые, многого не знали. Мы многого не знали. Но нас научила жизнь. Люди учатся по учебникам, а мы учимся на своих шишках набитых. Некоторые на этих шишках не учатся. США, Америка. Крымских татар русские боялись по привычке. Даже Петр I платил дань хану Гирею. А когда чеченцы разбили татар в Ханкале, русские осмелели. Да, вот именно так я и слышал эту историю. И устроили геноцид просто. Плыхтар Алексей, достаточно того, что можно прочесть в источниках. Это вполне достаточно, чтобы понять, что Россия должна быть разделена на отдельные области. Согласен, Алексей. Ни один разведчик и ни один агент не будет подставлять свою жизнь под явные пули. Это даже не входит в задание. Исаак Шмулевич. Есть агенты, которые могут годами находиться в окопах, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это особая порода людей, которые могут и под пулями быть, и даже гибнуть. Вот есть такая порода людей. Абсолютно за фейковые какие-нибудь там задания, которые им дают, люди готовы выполнять этот приказ. Так, лечит Дадаш Кавказиону. Так, это вы между собой. Другой аккаунт. Спецслужбы зачищают тех, кто способен биться до последней капли крови. Или сажают, или убивают. Поэтому готовы драться до последней капли чернил стало уже больше первых. Чернильных не трогай. Именно так другой аккаунт поступили с нами.
Во-первых, чернильных тоже трогают. Там, знаешь, главное, как ты пишешь. Если ты говоришь стопроцентную правду и стопроцентно против, вот тогда тебя или маргинализируют, делают, не обращайте внимания на него, делают из него маргинала, или ликвидируют, или дискредитируют, опять же, делая его маргиналом. Это есть. Те, кто сражаются, конечно, на войне это самые главные необходимые люди, но у вас война, как известно, гибридная, поэтому у вас и эти нужны. Хотя всем они нужны, и такие, и такие. И, к большому сожалению, вот эти годы, которые идут, и Украина сейчас не видно каких-то резких, четких поступательных движений. Надеялись на Зеленского. Вообще был этот олигарх, все жаловались на него. Я пытался не лезть, не ругать Порошенко. Потом уходил Порошенко, пришел Зеленский, все, ну вот, Зеленского поддержим. И я думал, еврей, слово держат евреи, нормальный парень, я думаю, с характером и так далее. Характер вроде есть у парня. Ну, что-то он особо там, не видно, что он особо, да, что-то там как-то. Хотя, опять же, лезу, опять же, украинские дела. Поэтому посмотрим. Я думаю, нужен тот, кого Россия ненавидит больше всего. Вот, избрать из этого президента. Вот что самое худшее для России. И еще тоже момент. Когда Россия понимает, что самое худшее это будут люди вот так уже настроены, они начинают своего человека представлять, как будто он самый худший. Вот очень хитрая страна, очень хитрые спецслужбы, очень коварные, признать нужно, что есть. И нужно как-то действовать. Ну, что я могу сказать? Надо работать. Лечи да шаламашал масерга дели саламашал олеч машвойльхо. Сейчас у власти Украины предатели Зеленский и Ермак. Да, это я уже слышал. Так, Аслан, что СБУ не сдали Аслана из Вены? Ваш король. Аслан, что СБУ не сдали? Кто такой Аслан из Вены? Мамихана, может, ты говоришь, Анзора из Вены, который блогер. Ну, там очень мутная история, я не знаю, что там было, кто что там делал, но я не знаю. Но это СБУ, за это не может все СБУ отвечать. Мы же, ты сейчас о конкретном случае говоришь. А так, что вот государство, вот они Вагнер Гейт кого-то сдали, да, или он принимал, Анзор из Вены, просто Аслан из Вены. Я запутался в том, что ты говоришь. О ком ты говоришь? Он принимал участие Анзора из Вены по вот этим вагнеровцам, да, или что там как-то. Да. В списке воров в законе были чеченцы из батальона шейха Мансура. Да, эти списки есть, эта проблема еще не решена. Вроде бы там что-то они сперва сказали убирают, потом пошли опять на попятную. Там идут какие-то большие процессы в Украине. И я очень надеюсь, что я в ближайшее время с кем-нибудь сейчас свяжусь с украинскими. Кстати говоря, и с Али Бакаевым есть такой парень, которого тоже сейчас преследуют, прессуют. Ему сейчас активно Дима Бимбан помогает, пытается ему очень помочь. И другие там наши, и из батальона, из не батальона там есть чеченцы, которые попали в эти списки. И этот вопрос я буду снова поднимать, и уже опять же мы ждем, что скажут украинские власти. Они вроде да, согласились, потом сейчас я слышу уже опять что-то там. Какие-то там на попятную пошли. Короче говоря, издевательство. Это просто над законом издевательство. Так что как-то так.
Так, слава чеченскому народу. Спасибо всем за помощь и поддержку братьям ингушам и всем народам Кавказа. Амин. Амин. В Сирии за 5-6 лет войны погибло чеченцев примерно 1000 человек. В Украине тоже много погибло. Хватит чеченцев. Стоп, говорит Исаак Шмулей. Так. Секрет. Так. Нохчино. Так. Хасан Халита Мухьету Аслан. Ахиллес. Вопрос задает. Сун дикхита ухита Волх вроде бы ведет без нареканий, шабеш Волх. Именно Кадыровчан верзер. Раски бить без алхитсун, постоянно Кадыровч. Ну и, конечно, Кинг друзья Хиллари. Это вызывает подозрение. Любой Кинг друг Егюи, Абдурахманов Бошила, Раски Хаятан, агент. И Кинг друзья век, Суна, он гуман тяцакую шхитсуны, или же ца игра хитсуны. А так бешбо было, что мысли ислама, что это чисто на Кадырова, на это, надо шире брать. Раз что иду асхигик алла гадуахар, асхигик алла ал, и свет ойгаз дейлер, хинцваш будет бубаться, но вот в этом направлении Бобич этого недостаточно. А так что нормально Бобиш хавошу и мысли ислама, что хайкал должкан тхила, я очень надеюсь, что это независимый человек, очень хотелось бы в это верить, хайкал должкан тау. Если у кого-то инг в друзьях, это еще не значит, конечно, что они такие же, из той же конторы, но ас предупреждать, нужно услышать. Но если не слышать, то потом можно обжечься об сороку. Иш дал эту боль массана, вот я кахуик швейк. Цабол бешду, просто Россия его и мостах. Цакадырова. Кадырова, дама вяхне Алханова, теру Алханова, Ямадаева, теру Иванова, Васильева, теру Дагестане асан. Надо брать шире проблему. Решите, я читал. И когда погибают, то погибают самые чистые ребята, открытые сердцем и храбрые, самый цвет нации, Исаак Шмулевич. Да, именно так. Так. Ваш король Асан. Я перепутал. Анзор извин. Нет, он не принимал в этой операции участие. Я тебя хотел спросить, что стало с чеченцами, что помогли СБУ. С ними интересно, что стало. Я первый раз вот сейчас услышал, что вот по вагнеровцам чеченцы помогали. Вот в комментариях. Я об этом ранее не слышал ничего. Так, Арслан Акинец. Ассаламу алейкум, вежели, а также всем. Ва алейкум ассалам, Арслан. Так. Ваш понял тебя, я был неправ. Секретом тайт. Мне халифат дават тош бук интернет. Халюзен. Ичкерия фореос. Бо и как найти так. США Америка. Асан. Хвег мысли ислама халитов. Киг мысли ислама халитов имеет убеждение саляфа вахабитов. Это их объединяет. Я не против, чтобы объединяли эти взгляды. Хорани шиши взгляд лишь мой, вай мяш ночи дуай, хорани шиши взгляд еще. Тяцуик халы кит, ваш тях кит, ваш китаца кит, хорани взгляд духой. Я имею в виду речь
о том, что икига раскшанти болбещу. И если если у тебя есть какие-то взгляды, если ты там салафит, суннит, суфист, биевац, хабашит, любой нагукис, ищи взгляд человека, пожалуйста, это его полное право. Если он мне мои права не ограничивает, я его права не имею права ограничивать также. Но если хабашит верит в это направление, он в этом работает, и у него есть друг, который, или товарищ с его взглядами, там, или группа людей, которая работает на российскую разведку, российские силовые структуры, и он продолжает с ним дружить, то у меня это вызывает вопросы, босс. И Кузер спецслужб что тоже это вызывает вопросы. Они это видят, кто с кем общается. И Бог дос. Сунде ига раскштю хушю. Нахайкиню баз уже Таня лет щец, уже открыто, что был открыто мать, конечно, хиздоцу, но что был бешу. Поэтому наш товарищ Ичкерия не Россия, Ичкерия форева олсух, шей ФСБ юкривашина, наш ах и брат ФСБ пробился олбоштега из-за сунач ова, приколюется олш, он просто это так подводит к этому. И олшо сега уже или умственно отсталый, я центы болбешу. Поэтому и Бог дос, если он открыто знает. А так, болан, у меня нет нареканий, кроме, опять же, того, что Кадыровый царбие, раскибить без, димшорда дизух, раскшен дюхал дештала, раски составивать дисверштал, деца. Остальном, а если они признают Конституцию нашу 92-го года или там законную нашу Конституцию, так мы вообще единомышленники. Да, почалка. Елшна, почалка. Как-то вот так это я вижу. И все. Их дискредитирует. Любого человека дискредитирует. Соцунюхивата, соцу дискредитировать виру. Любой цунюан. Из-за цаф. Есть, извините, я по-чеченски говорил, есть, я видел, скидывали мне общение в Ютубе, в чате, голосовой чат какой-то обсуждение. И там вот этот Сорокин, кто-то заходит и начинает разговаривать. И я немного послушал этот разговор. И ему этому зашел чеченец или ингуш, не помню, кто он там по национальности, который зашел. И ему говорят, скажи, как тебя зовут, Ацегую, как тебя зовут. Он говорит, я не хочу называть свое имя, но он, видимо, дома находится. И начинает что-то говорить. И я сижу, слушаю и думаю, я Аллах, они не понимают, что вы два слова говорите. Уже сейчас по голосу определяют как по лицу. Все, вы два слова сказали, сразу же компьютер вывел ваши паспортные данные, все ваши штрафы, где вы проживаете, ваши номера телефонов, где учились, где женились, на ком женились и так далее, и так далее. Просто два слова по телефону вы говорите, голосом определяется. И вот это все люди собираются, ему задают вопрос, он не говорит своего имени, его спрашивают, как тебя зовут. Он не говорит своего имени, но целую речь там сказал. Все, уже не важно. В группе не узнают, как его зовут. Но гибня ФСБ уже знает, кто этот человек. И вот эти вещи я не понимаю, для чего делаются. Кто-то не разъясняет, что ли, или люди не понимают. Нохчичуа Ингушетия, а в Кавказе, кто живет в Ингушетии, в Чечении, на Кавказе, эти все люди подвергаются прямой угрозе. Их, может, сразу не дернут, но он уже будет в разработке, он уже будет в списке. Определяют по лицу, вот вы по городу пройдете, все, вот вас камера сфоткала, все.
И она будет передавать на каждую, вот вас сфоткали, следующая камера, вот если они вот так расположены, где вы появитесь, просто будет отмечаться, раз тут появился, тут прошел, там прошел, и можно ваш маршрут отследить. И по времени можно отследить, сколько вы, 5 минут могли пройти этот участок, или 3 минуты. Свернули вы, или остановились вы, или там купили себе хот-дог, или еще что-то. Вот эти вещи, я думал, мне нужно разъяснять вначале людям, что Аль-Кадыров это всего лишь инструмент, что donatalers.ru это транзакции через российский банк, который вас сразу выявит. Да, может, вы не преступник, но вас просто в базу занесут. Теперь эти чаты голосовые, там вы сидите, все, голос моментально устанавливает, кто вы. Моментально. Достаточно звонка сделать. Поэтому вот такие вещи нужно очень аккуратно делать, потому что люди, молодые люди, которые не понимают разных вещей, они могут стать жертвами. Кстати, вот такой есть Али Бакаев. Я сегодня с ним разговаривал. Он думал, что я такой анти-мусульманин, что я такой воинствующий антисалафит или антивахабист. Потому что вырезают куски, там накручивают, там разные сидят, мудачье, извиняюсь, конечно. Сидит, сказки рассказывает. И вот поговорили с ним, вот у него такая же история, тоже человек просто так не понимает, что происходит, как молодой человек, отца убили, мать похитили, без вести пропала, да, и человек занимается, недоволен российской оккупационной властью. Отец воевал, погиб, или убили, мать начала расследование, говорят, ее тоже потеряли, когда русские были. И после этого вот человек как бы считает, что Россия его враг. Хотя кто бы не убил, Россия виновата во всем, да. И вот человек сейчас живет в Украине, его хотят выдать. Ему хотят создать проблемы, его хотят там за нападение, за организацию нападения там на Росгвардию там на Узком районе предъявить обвинение, вернее его в этом обвиняют. Украина хочет его выдать, там у него целая эпопея. И вот человек, исповедует салафитские взгляды, и он думает, что я враг. И вот он сейчас убедился, что я абсолютно не враг никому, что я помогаю, особенно если человек сам хочет себе помочь. Если он ничего не делает, я не могу помочь. Моя сила, мое оружие, это вот эта ручка и вот интернет, через который мы можем доносить информацию до людей. Все, что мы можем. Будем работать, доносить его информацию тоже. Так что вот так вот. Ичкерия Форео тузиками в телеграм-чате строится халифат. ФСБ курит сторонки. Да, очень интересный момент. Я еще раз призываю всех чеченцев, даже если вы просто чуть-чуть, если вы дружите с головой, не закачивайте себе телеграм. Не пользуйтесь этим телеграм. Ни ВКонтакте, ни в Яндексе, ни телеграм. Не пользуйтесь. Вы сами себе делаете. Мне пишет эфир парень, чеченец, заступается за вот это Сорокина, там что-то говорит. Говорит, что я на всех тут объявляю, всех там ФСБшниками. Я ему говорю, я же всех не объявляю, я вот конкретно человека только назвал, конкретно. Есть за что. Он вышел на связь, поговорили с ним. Я ему говорю, как тебя зовут? Он мне пишет, e-mail. Давай выйдем. Ты же говорил в эфире выйти. Я готов с тобой выйти на связь. Вот я тебе пишу, говорит. Я говорю, хорошо. Вот тебе мой WhatsApp, позвони мне. Он говорит, у тебя есть Telegram?
Я говорю, у меня нет телеграмма. Быть не может у меня телеграмма. Он говорит, нет, я только через телеграм буду с тобой говорить. Он айтишник, говорит, он какой-то там айтишник, ты представляешь, это как-то там шифруется, там еще что-то делается. Я говорю, ты закачал эту программу в свой телефон, ты себе шпиона закачал. Ты голосом 2-3 слова сказал в этом голосовом чате, все, твоя личность, все данные установлены. Тебе не нужно там ставить фотографию. Тебе больше ничего не нужно делать. Все, а тебе уже все ясно. Этот человек не говорит мне своего имени, не говорит свой номер телефона, не говорит свой город, где проживает. Но меня принуждает, просит меня дать ему телеграмму. Ну как это логике укладывается? Он говорит, вдруг ты ФСБшник, и я не хочу тебе давать свои данные. Он говорит, ну, допустим, понятно. Он боится, что я солю его там ФСБ. Но телеграм сам человек заканчивает. У меня уже голова кипеть начинает от этого. Я не могу понять. Он боится ФСБ. Или он притворяется, что он боится ФСБ. Или он вообще не понимает, что происходит. Как это вообще возможно? Что ты закачиваешь себе телеграм и боишься ФСБ. Ты ФСБ себе закачиваешь, когда закачиваешь телеграм. Все, кто вы там пишете, про вас уже все известно. Все ваши голосовые, тот, кто как-то там соблюдает меры предосторожности, имеет там только телефон отдельный только для этого, пользуется там только никами и никогда голос свой не подает нигде. У него есть шанс. Еще знаете, как они вычисляют? По манере вашего писанины они даже могут определить этот или похож на этого человека. Компьютер может определить, как вы пишете, где вы ставите запятые, если вы большие тексты пишете. Мы даже уже можем наглядно, да, приблизительно сказать, это он пишет или нет, когда ты уже долго общаешься. Вот такая вот ситуация у нас происходит. Вот такая вот ситуация у нас происходит. Так, ладно, да поехали дальше. Что-то заговорились мы. Секрет Трумпетер. Телеграм, помойка чекистская. Я уже 3 года об этом твержу. Если русские нацисты, почему они не убивали чеченцев массово вне Чечни в 90-е и далее? Во-первых, нацист это еще не значит, что он должен убивать. И во-первых. Во-вторых, для этого у вас есть власть. Ваше государство от вашего имени убивает. В-третьих, убивали. Убивали, кого могли, как получалось, убивали. В-четвертых, в отличие от других народов, которых вы очень тоже сильно ущемляете, мы очень сильно огрызаемся. И вот частный русский и частный чеченец, всегда русский все равно побаивается. Что вот он, если даже его убьет, да, на законное основание, он с радостью убьет его и будет плясать на нем. Но если же он убьет, то у этого чеченца может брат появиться где-то, когда-то прийти. Да, ты-то тут живешь и так далее. Милиция тебя не спасет и так далее. Поэтому вот благодаря тому, что нас еще побаивались, в какой-то степени это нас выручало. В другой степени это нам еще создавало проблем. Ну вот поэтому, а так, что вы еще хотели бы сделать, вот, если ты считаешь, что если вы убили треть наших граждан, 30%, если у вас на всех сайтах, везде, на самом главном сайте cian.ru по сдаче недвижимости, сдам только русским, не сдам Кавказу, только русской семье, только славянам, там, ни Азии, ни Кавказу. Это ваше объявление. Это чистый нацизм. Это чистый фашизм. Понимаете? Вот как представляете. Это и пропаганда тоже, я согласен, что вот чеченцы они террористы, кавказцы они какие-то грязные, агрессивные, там плохие и так далее. Хотя у меня никогда не было проблем с соседями, когда я жил, наоборот.
У меня был дебошир, который не дебоширил до того, как я, или меньше дебоширил, да. Поэтому и всем от этого только хорошо было. Так. Так, Исаак Шмулев. Очень опасное место Телеграм. Так. Так. Основа после веры, ответ мне на WhatsApp, там у меня вопрос у тебя. Так, убеждение салафита ваххабит, это как раз и есть проект ФСБ, внедрен в чеченское общество, разделивший наше общество на религиозной почве. Я в этом с тобой согласен. Ажал, США, Америка. Я согласен, что это вот через иорданские посольства, через там Примакова, через вот этих типографий, напечатанные вот разные брошюрки на русском языке. Нам это внедрялось. Я в этом согласен, это уже очевидно. И ими потом Путин пугал Запад, мир, что вот там и так далее. Причем он это мог и локализовать, вот этих салафитов, да, салафитов, ваххабитов, как ты пишешь, их локализовать и фактически медленно уничтожать их. Это были жертвы. Мы это тоже должны понять. То, что само учение им внедрено, это одна тема. Что кто-то принял это учение, а я лично сам это принимал за истину, за правду, что вот люди что-то понимают, что там кто-то сзади стоит, который очень умный там, и это и так далее. Потом, когда ты начинаешь искать, в конце концов нет. Какие-то ученые где-то там. Должно быть ответственное лицо. Ответственных лиц нет. Или же появляются какие-то группы, которые непонятно чем занимаются, да, ведут войну там со всем миром. И это бардак, который сейчас лезть, просто можно запутаться вообще. Поэтому сами же вот эти салафиты, ваххабиты, это жертвы. Да, есть отмороженные напрочь просто. Но если ты поговоришь с человеком, если ты объяснишь эту ситуацию, хоть одного, если мы можем вытащить, я сам был приверженец, я это не скрываю, я не был таким радикальным каким-то, но я считал, что духовное управление мусульман это отдел КГБ с советских времен, я это знал точно, читал давным-давно, слышал, знал и так далее. И вот появилось чистое течение. Я вообще не знаток ислама, да, не ученый ислама, как и все, кто мне сейчас предъявляют, что они какие-то там разбираются, а мне нужно свою акиду поправить. Так вот, я считал, что это духовное управление мусульман. КГБшники, значит, это чистое. А на самом деле и это оказывается было нечистым. И для того, чтобы было что-то чистое, чеченское, нам нужно своих ученых растить. И физиков, и религиозных, и всех остальных, и врачей, и юристов, и журналистов, и остальных. Поэтому я вот так это вижу, что эти люди искренние, искренне верящие, если у них есть хоть малейший шанс не идти на поводу, а задуматься своей головой, то я думаю, мы можем объяснить человеку, что мы не враги, что мы одной нации, одного гражданства. И скорее всего многие даже мы найдем родственные отношения, прямые родственные отношения, если мы начнем копать, да, если начнем искать их у себя. Поэтому в этом плане мы не должны делиться. Но религия должна быть отделена от государства. Салафиты, хабашиты, каратисты, суфисты, кто бы то ни был. Причем духовное управление мусульман, там суфии. И я считал КГБшники. Вот это все духовное управление мусульман, это КГБшники. Причем суфистов, которые являются моими, все мои родственники, многие там, и умные, образованные люди, я их не считаю КГБшниками.
Но я знаю, что и ими тоже манипулируют, управляют. И как-то это все нужно отрегулировать. Для этого нужны свои ученые, свои национальные интересы. И без этого ни салафит, ни вахабит, если салафит, вахабит, каратит и другой карбит, он строит что-то помимо Ичкерии, то он это строит не на законных основаниях. Да, на Божьих законных основаниях, как он считает, он это может строить, но на тех основаниях, которые в том социуме, в том чеченском обществе, в котором мы живем, он на их основании не строит. Потому что чеченское общество выбрало демократический правовой путь развития, европейский, западный путь развития. Так мы пошли этим путем. Но если он говорит, нет, для меня Божье Слово важнее, чем все вы говорите, и я вам всем объявляю джихад, то это его выбор. Он сам, он маргинализуется. И если он хочет на нас напасть, убить, то, конечно же, как государство и как любые рядовые игры, мы имеем право защищаться. В противном случае, если ты именно не политический ислам, а вот как религию ты это хочешь в этом развитии идти, у тебя полное право заниматься чем хочешь, как хочешь молиться. Вообще это сугубо личное дело каждого. Но если ты хочешь под видом политического ислама прийти к власти для того, чтобы там какие-то свои цели достигать, там еще что-то делать, то это плохо, это нехорошо, если так действовать. Это приведет к тому, к чему привело уже. И мы стали во всем мире просто нерукопожатными. Свободная, честная, справедливейшая борьба чеченского народа превращена, что даже с нами не хотят разговаривать. Мы можем на них обижаться, не обижаться, и это не всегда русские. Да, иногда даже это не русские, да, и американцы, и англичане, и немцы. Не надо. Где-то в голове у него уже сидит это, не надо, скажут. А так мы не можем развиваться. Как сказал Джагар Дудаев, мы, конечно, шариат построим, исламское государство мы построим, но а где мы мусульман возьмем, чтобы они это населяли, да, и там же должно все это функционировать. А если ты это хочешь делать мечом, то, я уверяю, с чеченцами мечом не получается. И демократия не получается, и Туран не получается, и Россия не получается, и ничего не получается. Это просто мы знаем прекрасно, да, чеченцев. Не будем мы насильно делать. Ни ваххабистами не будем, ни каратистами. Своей красотой, своей чистотой, добротой. Вот так я запомнил этот ваххабизм. Вот так я его воспринимал. Все мои друзья перестали пить, курить. Они стали очень вежливыми, они стали очень добрыми. После Первой войны это было. После Первой войны, когда активно пошла вот эта пропаганда. Но они были до того вежливые и до того добрыми, что они подкупали этим. А сейчас ты два слова скажешь что-то, свое мнение, мат, перемат, там, ярый, ваххабит это, там, ярый, вербовщик это, может тебе написать. Нет, так дела не делаются. Так, и над суфистами нельзя смеяться. Они зикр делают, например, из этого делаются ролики. Я знаю, это провоцирует. Но некоторые салафиты считают, что вот мы такие очень правильные, а они вот пляшут, танцуют, так пророк не делали самому пользу. А вот мы такие вот правильные. И вот на этом основывается вся наша правда. Мир так большой и так глобальный, такой разный, что вот это слишком примитивно подходит вот к решению. Вот так этого вопроса. Поэтому мы должны, и я знаю, мне некоторые говорят, что невозможно с ними договориться, они обманут, у них обмануть можно, сказать, что да, мы тебя понимаем, а потом взять и все равно там это сделать. Это тоже возможно. Поэтому я в религию вообще не буду лезть. Я считаю, религия и государство должны быть отдельно. Политический ислам, он не созрел, для этого нужны мусульманское общество, которое будет соблюдать это все, знать это все.
20-30 лет, пожалуйста, проповедуйте, доносите мирным путем, не нарушая законов Ичкерии. И вот народ захочет, вот тогда взрастите своих ученых, чтобы не было каких-нибудь с Египта, с Саудовской Аравии, с Турции, кто-то там позвонил и дал фетву убить там президента. Вот этот Мильвар Ибрагим Никархо рассказывает. Они обсуждали, что президент Аслан Масхадов муртад или мунафик, там кто-то вероотступник, которого нужно ликвидировать. Вооруженные солдаты своей армии, какой-то человек им рассказывает, это измена, чистейшая воды измена. Вооруженные люди, которые в военное время, которые должны, я не знаю, массово умереть даже за этого президента, не говоря уже по любой приказ, который им выдадут командир. А если не выполняют приказ, это расстрел во всех армиях во время войны, боевых действий. Они разговаривают, что президент вообще нелегитимен, он слабый, его надо, он муртад, вероотступ. Это что это такое? И вот Ибрагим мне это говорит, вот такие вещи обсуждались. Ну, молодые, ты не понимаешь, говорят, не знают, что его убьют. Но сам факт, это сложные вещи, которые нам нужно очень долго и упорно обсуждать. Так. Ричард Лео. Аслан, вчера в чате люди были обеспокоены тем, что если Запад сделает на тебя ставку, и ты возглавишь ЧРИ, были озабочены тем, что ты заставишь искать пятый угол салафитов. Успокой их, прокомментируй. Ричард Лео. Ну вот только что успокоил. Аслан Лорс. Так. Аслан, раньше Кавказскую войну не представляло возможность донести до наших дней всех пофамильно под-русски. Сегодня есть такая возможность. Правильно ли будет нести их пофамильно в чеченскую историю? Абсолютно, Аслан Лорс, абсолютно именно так. Доска позора у нас должна быть. Именно тот, кто предал, перешел, продал. Эти люди должны быть занесены в список. Исходи еще раз. Если мы нация, если мы народ, мы должны наказать преступников, чтобы преступления больше никто не захотел повторить. Если же мы этого не сделаем, то это повторится. Так, у нас время закончилось. Время закончилось. Я вам ни Ельцина не рассказал, ни про это. Тогда придется про теракты вам рассказать завтра, потому что 1,5 часа я просто заговорил с вами тут и пролетело время. Так, цамя хэшта, цецал. Доска позора начинается с да. Так. Ну все, друзья. Время закончилось, поэтому я на сегодня закончу тогда наш стрим. К большому сожалению, у меня было про теракты 99-го года. Я в воскресенье на чеченском и обязательно завтра у меня интервью одно, в воскресенье я на чеченском сделаю, и в понедельник дал мулла. Следите за анонсом, это только планы мои. Мы предполагаем, Господь располагает, как говорится. А в понедельник дал мулла, и я хотел вам и про уйгуров рассказать, тоже очень много было мне важно сказать и про уйгуров сегодня. Как же я заговорился вот на эту тему и все, упустил время. Очень важно было поговорить про уйгуров, потому что это очень важная для нас, чеченцев, тема, которая нам принесет пользу. И мы в этом направлении должны работать. Мегер Дутах, спасибо, что смотрите. Бех Мобил, спасибо, что поддерживаете. Васьеш, ноу алухульш, цанин аздуаш алля, сум интильдоу. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. И все будет Ичкерия.
Спокойной ночи, до свидания, друзья. Вюсте, алюэль, адикюэль.